Друзья, всем привет, меня зовут Мадьяр, я по-прежнему из Казахстана, и у нас с вами новый мукбанг. Значит, у меня сегодня такой, знаете, скромный мукбанг, я сегодня скромняшка, пожарил картошечки, бутерброд из нашего детства, значит, со шпротами. Сейчас в комментариях мне напишут, что у меня одни и те же блюда, ничего нового. Ну, ребят, люблю я такие блюда простые, люблю я. Что я могу с собой поделать, понимаешь? Так, картошечку пожарил, в апреле ходил, список не писал, все здесь. Ну, подводит, забыл эти соленые огурцы. Все, давайте есть. Сразу извиняюсь за стук, который, наверное, будет на протяжении всего видео, потому что под нами в квартире делают ремонт. Как я давно хотел эти бутерброды, вы не представляете. Это просто отвал башки. Чесночок да с майонезом. Это просто отвал башки. Просто. В общем, под нами квартира есть, которая давно продавалась. Она была вообще без ремонта, от слова совсем. Вот прям, знаете, Советский Союз застыл в этой квартире. Кто-то купил, и там сейчас делают ремонт. Значит, пью я просто чай. Вот такой, чай с лимоном просто. Значит, у меня сегодня для вас должна была быть другая тема. Но вчера моя кураторша, которая была куратором в нашей группе в колледже, Гульмира Идильна, вам пламенный привет, если вы меня смотрите. Вы знаете, мы закончили колледж, вот я закончил колледж в 2011 году. Вот считай, 10 лет, да? Какой я уже старый, да? Но мы до сих пор с Гульмирой Идильной общаемся. Прям не могу сказать, что мы прям каждый день видимся. Нет, ну по WhatsApp, по Инстаграму общаемся. И значит, вчера мне Гульмира Идильна скидывает фото, где я Дед Мороз. Представляете, Дед Мороз. Обалденно. Типа украсил. А бывают такие моменты в жизни, такие, знаете, прикольные, интересные, но которые ты забываешь. Другие у тебя события случаются, или много времени проходит, там заботы, хлопоты, анам-нам, тоси-боси. А я же, оказывается, был Дедушкой Морозом, Дедом Морозом. Мы ездили в детский дом. Блин, темновато, да? Ну, извините, лампу не брал с собой Семск. В Астане осталось. И вот, значит, Дедушка Мороз. А это было то ли на первом курсе, то ли на втором. Наверное, на первом. А вообще, помните, я вам говорил, что я такой человек, который очень сложно сходится с людьми. То есть, вот если я общаюсь, так я общаюсь от души душевно в душу. А если не общаюсь, то не общаюсь. То есть нет такого, что я там зазвездился или там психодиночка. Нет, ну просто вот мне с людьми сложно сходиться. Вот есть же люди, которые связи могут наработать и, как говорится, с нужными людьми там вась-вась, да? Вообще такого нет. Вообще такого у меня нету. Это минус. В 21 веке это минус. И значит мне говорят: будешь Дедушкой Морозом? Я говорю, нет. Я говорю, нет, вы что, говорю, я стесняюсь. А я такой был, знаете, здоровый, прям такой вот. Прям здоровый, мне такое харя было, такое личико, вот такое было. Я прям такой здоровый был. А я тогда, вот я вам сейчас рассказываю, да, вообще был, знаете, из серии «Из дикого леса дикая тварь». То есть вот мало с кем общался, вот все из этой серии. И мне говорят, будешь Дедушкой Морозом? Я говорю, нет, говорю, я стесняюсь. А они говорят, а мы тогда тебе начислим хорошие баллы.
У нас в колледже как было? Я учился на коммерческой основе. А я всегда был таким, знаете, ребенком. Вот я просто себя не то что хвалю, а констатирую факт, что мне всегда охота было сэкономить родительские деньги. Вот мне ничего не покупаете, я в рваном похожу, да. Вот всегда охота было сэкономить родительские деньги. Вот если бы у меня был такой сын, как я, наверное, был бы самым счастливым родителем. Да, такая странная самореклама от Мадьяра. Добрый вечер, обращайтесь за рекламой. Вот, ну вот серьезно. И я думаю, я же учусь на коммерческой основе, а вдруг мне повезет и меня переведут на грант. У меня тогда оценки были, не могу сказать, что я прям отличником был, нет, но такие более-менее были оценки. И мне говорят, вот, ты поучаствуешь, и тебе начислят такие хорошие баллы. Я думаю, Я думаю, Мадьяр, что ты стесняешься? Сам себе говорю. Там же будут еще другие персонажи. Ну, вместе с ними там поиграешь. Как актерская игра, типа. Ну вот. А возле меня была Снегурочка, девчонка Оля Ксенофонтова. Был Иваночка-дурачок, это была Норбек, Аник мы его называем. Фея была, девушка Дарья, по-моему. Потом был Тигр, это был Салик, Руся. Кто еще был? Кто-то еще был, не помню. Ну, короче говоря, мы поехали в детский дом. Я волнуюсь, не могу. Вот знаете, перед людьми выступать, а это же дети. Тем более детский дом вообще печально. Ну, вообще вот тяжело. Короче говоря, туда приезжаем. А я-то не знал, что они ждут Деда Мороза. Вот эти вот все персонажи, они нафиг никому не нужны. Главное, Дед Мороз. Мало того, что я сам волнуюсь, а они еще, я когда понял, что они ждут самое главное Дед Мороза, я еще больше начал волноваться. Думаю, ё-моё, что делать? Не убежишь же, правильно? Вот когда мне охота нервничать из-за ремонта, я вспоминаю, что мы сами делали ремонт, и кто-то нас тоже материл. Поэтому, типа дзен я вам показал. Все. Начинается наш некий, такой скажем, игра, спектакль, да? И там у нас есть сценарий, понятное дело. У меня тут это, икра. Остатки сладкие. У нас там есть сценарий. Долго. Наверное, минут 40 должно все это идти. В какой-то момент я говорю текст, и от волнения, вот, например, здесь одно слово, здесь промежуток огромный, текст, да, другое, и тут другое слово. Я говорю слово оттуда и слово отсюда, а этот промежуток забываю, просто из памяти вылетает. Это я говорю, по-моему, Баба Яге. Мустанг Кемпер на казахском Баба Яга. Это Ерик был парень, Ерик. Все, там начинается каша-малаша, короче говоря. И мне говорят, а можно мы вам расскажем типа стихи? Я говорю, конечно, можно. А в глазах у самого бегущая строка, помогите, отпустите меня домой. Я, короче, нечаянно хочу палкой вот так, короче, ребенку что-то сделать. И нечаянно, короче, бью его по голове. Ну, прям не сильно, чтобы там сотрясение мозга, нет. Так, чуть-чуть попадаю, короче. От этого больше начал, короче, переживать. И смех, и грех. В общем, мы как-то доиграли все это.
И это был интересный такой опыт, что вот, действительно, вы знаете, детская непосредственность, детская истинная радость, искренняя. Вот кто ждет Новый год, дети. А тем более в детском доме, когда нету семьи, да, у тебя, ну это вообще... Вот я даже сейчас говорю, вспоминаю прям не по себе. И вот самый классный Новый год, это когда ты ребенок. Остальное, когда ты уже вырос, это херня, по идее. Самые искренние эмоции, это у ребенка. Когда ты вырос, Новый год для тебя ассоциируется, ну, тоже праздник, ничего не говорю. Но уже не то. Согласитесь? А когда ты маленький, когда елку наряжаешь, когда на столе мандарины, салаты, что там еще, конфеты, вот эти вот тебе приносят эти, как называется, кульки, да, это же вообще сказка, это реально сказка наяву. И они так рады были, что мы пришли, что вот Дедушка Мороз с бородой, что Снегурочка рядом. Это было все так искренне с их стороны. Вот я тогда понял, что самый главный праздник новогодний это для детей. Для детей. Это опыт. Любой опыт, он есть положительный. В итоге реально я начал участвовать в общественной жизни колледжа, перешел на грант. Врать не буду, стипендию не получал, потому что у меня тройки были. Но самое главное, учился бесплатно. Картошечка классно получилась. Сейчас, знаете, 3 часа дня, 3:30 даже. Я в нескольких местах уже побывал, дела закончил. Ой, поэтому поздно так снимаю. В супермаркете дофига народу. В Семске погода классная. Автобусы хоть ходят. В пятницу у нас сегодня взрослые люди ездят бесплатно на автобусе, потому что их оплачивает какой-то фонд. Конечно, идеально было бы, если бы здесь были мамины котлетки. Мамочка в Астане, котлеты, соответственно, тоже. А чё? Тоже неплохо. Картошечку пожарил, бутербродами заел. Добрый вечер, добрый вечер. Чё, вкусно? Вкусно, по идее. Знаете, я шпроты так люблю, вообще обожаю. Ем их редко, но метко.
А сегодня и видео получится коротенькое, да, по-моему? Ну что, друзья, вот такие вот дела. Да что вы стучите, падлы, а? Когда вы закончите стучать уже? О, закончили. Не закончили. Ну что, друзья, вот такие вот дела. Вкусно я поел. Очень вкусно. Прям я горжусь собою. Просто жареная картошка, ну знаете, как простая еда, она самая вкусная, как ни крути. У меня была другая идейка что-то приготовить. Ну вот, надеюсь, на следующие разы я это приготовлю. Ну все, спасибо за внимание, за ваши лайки, за вашу поддержку, за ваши добрые слова. Напишите в комментариях, как вы празднуете Новый год и имеет ли он для вас какое-то вообще значение. Потому что есть люди, вот у меня знакомые, которые Новый год вообще не празднуют. Может, вы как бы из такой категории людей, или вы все-таки празднуете. Напишите какие-то, может, у вас традиции семейные к Новому году, которые передаются там из года в год. Вот так вот. Ну все, ребят, еще увидимся. Пока-пока. Пока!